Здравствуйте! В эфире «Москва». Это дайджест новостей уходящего месяца. В этом выпуске расскажем о главных событиях июля. Поддержка участников специальной военной операции, развитие экономики, проекты, которые определяют будущее региона. Эти темы стали главными на встрече президента России Владимира Путина с главой Якутии Айсеном Николаевым в Кремле. Обращаясь с докладом о развитии крупнейшего региона страны, Илдархан отметил: как дела, Айса? Владимирович, в целом спокойно. Вместе со всей страной сражаемся с врагом, идем к победе. Бойцы у вас настоящие. И вот, Владимирович, как раз от имени воинов якутян, вот якутский нож, они попросили передать, там написано верховному главнокомандующему от воинов якутян. Настоящий якутский нож. Спасибо. Одним из важнейших направлений остается поддержка участников СВО и их семей. Якутия сегодня реализует 117 различных мер поддержки военнослужащих. Одной из первых в стране республика запустила кадровую программу «Якутия. Земля героев», которая помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Особое внимание восстановлению здоровья бойцов после тяжелых ранений. С начала специальной военной операции санаторий Бесчагда в Московской области был перепрофилирован под реабилитацию военнослужащих. И вот как раз наш санаторий помогает, там уже за 1000 человек уже у нас прошло в общей сложности. Спасибо. И мы будем дальше работать, потому что мы обязательно должны победить, и как раз для нас это святой долг помочь нашим ребятам. Говорили на встрече и о развитии экономики региона. Якутия сохраняет лидирующие позиции в добывающих отраслях. Компания «Алроса» остается одним из мировых лидеров алмазной промышленности. Кроме того, республика впервые вышла на первое место в России по добыче серебра – почти 586 тонн. Второй год подряд Якутия занимает высокие позиции по добыче золота и угля. Большой блок встречи был посвящен инфраструктурным проектам. Уже работает Тихоокеанская железная дорога, которая обеспечивает вывоз продукции эльгинского месторождения. Одним из ключевых проектов остается строительство Ленского моста. Новый транспортный переход должен связать Якутск с федеральной дорожной сетью и обеспечить круглогодичное сообщение через Лену. В соответствии с вашим поручением, Владимир Ильич, активная фаза строительства Ленского моста идет. Мы уже установили фундаменты под 8 опор, 208 свай тоже установлено. Сейчас такие большие сооружения, кофердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут. Отдельная тема встречи – демография. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни в Якутии превышает 75 лет. Это лучший показатель на Дальнем Востоке. Республика входит в число лидеров страны по естественному приросту населения, а число многодетных семей за год выросло почти на 10% и превысило 37 тысяч. Все активнее к поддержке семей подключается бизнес. У нас компании, например, вот «Железные дороги Якутии», горнорудная компания западная, это вот «Уктагрупп», они сейчас своим работникам по 1 000 000 рублей уже выплачивают за рождение детей. Мы добились того, что подписано в республике трехстороннее соглашение между профсоюзами, между работодателями и правительством республики в области социально-трудовых отношений. И там как раз корпоративный демографический стандарт. Вы стимулируете бизнес к продолжению этой работы. Это очень важно. У нас бизнес настоящий, у нас жулики не выживают, я так скажу. Холодно. Еще одно направление развития – образование и культура. 2026 год в Якутии объявлен годом культуры. В регионе создаются новые пространства для творчества и обучения, арктический центр эпоса и искусств, высшая школа музыки. Также в этом году откроется уникальный образовательный комплекс «Точка будущего». 1 сентября дети уже зайдут, а торжественное открытие мы бы хотели все-таки как-нибудь, чтобы была возможность, чтобы президент страны этот комплекс открыл. Да, спасибо. Большие задачи, стоящие перед страной, невозможно решать без сохранения исторической памяти и воспитания нового поколения. Этим летом молодые люди из разных регионов России и впервые участники из Казахстана отправились на Ржевскую землю, чтобы восстановить имена погибших героев Великой Отечественной войны. В Тверской области завершилась 6-я молодежная смена «Вахта памяти» Ржев, Дальний Восток. Она прошла в лагере имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова.
Реконструкция одного из боев Великой Отечественной войны. По традиции, именно она завершает смену в лагере имени Федора Охлопкова. Второе отделение вперед! И начинается рукопашная! Давайте поаплодируем нашим ребятам! Именно такие бои здесь шли в годы Ржевской битвы, одной из самых ожесточенных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Сегодня о тех событиях напоминают и находки поисковиков. Оружие, боеприпасы, личные вещи солдат. Теперь они стали частью экспозиции музея лагеря. Часто бывало, что они прям в полном снаряжении были. За 2 недели участники смены не просто изучали историю, стали частью поискового движения, возвращая имена тем, кто десятилетиями считался пропавшим без вести. Поисковики подняли останки 21 красноармейца. Могу сказать, что с каждым годом организация и сама вахта памяти становится все лучше. Приезжая со студентами из своей команды с нашей республики, могу с гордостью заявить, что интерес к вахте памяти у нас с каждым годом все растет. Проект «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток» появился в 2020 году по инициативе Якутии и Тверской области. В этом году участниками смены стали более 100 студентов из более чем 20 регионов России. Впервые к смене присоединились участники из Казахстана. Проект ширится, он становится более масштабным. Впервые московские студенты к нам присоединились. Впервые казахская молодежь к нам присоединилась. Впервые мы заговорили о совместных проектах с белорусской молодежью. Тот уровень гостей, которые приехали к нам на закрытие, это представители, руководители администрации президента, Министерства обороны, союзного государства с Белоруссией. Помимо поисковой деятельности, ребята слушали лекции, обучались военной подготовке и тактической медицине. И главный итог – каждая поднятая каска, каждый найденный медальон и каждое установленное имя стали частью большой работы по сохранению памяти о защитниках Отечества. Я хочу пожелать, чтобы лагерь дальше развивался, чтобы наша молодежь узнавала свою историю, те места, где наши предки сражались. Это потрясающий проект. Он сделан очень грамотно. Он сегодня представлен очень зрело, глубоко. И те ребята, которые сюда приезжают не в первый раз, а просятся приехать во второй и в третий раз, лучшее тому подтверждение. История и традиции объединяют поколения, а семья остается одной из главных ценностей. В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» прошел 3-й Всероссийский свадебный фестиваль. Среди 150 пар со всей страны и зарубежья представители Якутии Михаил и Елизавета Дарбасовы. Их история началась 2 года назад в Якутске на соревнованиях по стендовой стрельбе и уже привела к самому важному решению. Полевой стрельбой занимаюсь, кандидат в мастера спорта. Я так, любитель стендовой стрельбы и всех видов стрельбы, наверное. И вот нас судьба так свела. Но он тоже КМС по стрельбе из лука. Ну, Михаил, вы попали ровно в цель. Да, Я вон сюда. Любовь без промаха, случайная встреча быстро переросла в серьезные отношения. Их объединяют не только чувства, но и общие ценности, почитание традиций. В день бракосочетания оба в национальных нарядах. Сапоги, якутский камзол, медаль. Дэви. Короче, весь комплект. Да, нож даже есть. Ну, это муляж. В путешествие по реке жизни на корабле любви в этот день отправились 150 пар со всей страны. Участники из России, от Владивостока до Калининграда, а еще влюбленные из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Свадебный фестиваль проходит в 3-й раз. В этом году его главная тема – «Едины в любви». Единство сердец, культуры, традиций и ценностей. Сегодня к более чем 26 миллионам российских семей прибавится еще 150 здесь. Я с удовольствием хочу объявить 3-й Всероссийский свадебный фестиваль открытым.
ключевое событие дня – торжественная церемония регистрации брака, единовременная для всех 150 пар. И вот звучит главный вопрос – согласны ли вы? Объявляю вас мужем и женой. Новоиспеченных супругов Михаила и Елизавету Дарбасовых чествовали и в постоянном представительстве Якутии в Москве. Молодоженам от имени главы республики вручили памятные подарки. Разделить радостное событие из Якутии в Москву приехали родители Михаила и Елизаветы. А в Национальном центре третий свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» завершился общим хороводом. Масштабная постановка объединила более 300 артистов, в их числе Национальный театр танца республики. Якутяне представили свадебную традицию переодевания невесты с алгысом, хамусом и яркими танцами. Надо отметить, что Якутия принимает впервые участие в этом фестивале. И для нас вдвойне ответственно было то, что мы открывали эту праздничную программу. Мы очень рады и горды представить нашу якутскую культуру на таком масштабном мероприятии. Традиционные ценности, уважение к культуре и связь поколений – это то, что объединяет людей. Этой идее был посвящен и один из самых масштабных якутских праздников в столице. В музее-заповеднике Коломенское состоялся ИСЭХ. В этом году соорганизатором праздника выступил Нерюнгринский район. Якутский обряд алгыс. Именно он знаменует начало ИСЭХа. Получить благословление светлых сил Аи в Коломенское пришли тысячи гостей. С пожеланиями мира, добра и благополучия к высшим божествам обратился алгысчит. В этом году главной темой ИСЭХа стало единство. Праздник посвятили году единства народов России и участникам специальной военной операции. Почетными гостями стали военнослужащие. В 1944 году в Амгинском районе проходил ИСЭХ. Вроде бы война идет, вроде суровая жизнь, но люди собрались на этот праздник для того, чтобы почувствовать плечо друг друга и для того, чтобы сказать друг другу: мы вместе и мы победим. И я думаю, что сегодняшний праздник – это добрая традиция того времени. На площадке ИСЭХа все желающие могли написать письма бойцам, принять участие в плетении маскировочных сетей, познакомиться с волонтерскими инициативами и увидеть технику, созданную в Якутии для нужд спецоперации. Данная техника, которая представлена, начиная от квадроцикла «Сокол» из Тимир, АТ, наш дрон-детектор, все образцы, но это первоклассные. За их количество борется и наполнение на фронте, борется каждый командир подразделения, чтобы у них эти изделия были. ИСЭХ объединяет людей, родных и друзей, земляков и гостей столицы. В многонациональной Москве он давно стал мостом дружбы и площадкой для диалога культур. Здорово, что в следующем году уже юбилейный будет, 20-й праздник. Конечно же, у нас в Москве традиционно проходят национальные праздники. И последние годы мы делаем все для того, чтобы это были не монопраздники, а межнациональные праздники. Вот таким стал и ИСЭХ. Потому что, посмотрите, здесь людей разных национальностей очень-очень много. Здесь встречаются после долгой разлуки. Я в 82 году закончила, школу на Колыме. И вот она у нас была преподавательница, молоденькая учительница приехала. И только что встретились. И вы нас поймали. Это вообще ИСЭХ объединяет. Да. И впервые знакомятся с якутской культурой. Многое, что я тут увидел, я об этом узнал впервые. То есть очень красивые, например, бриллианты. Прикольный новый вид спорта для меня – масс-рестлинг. Спортивные состязания, ярмарка сувениров, национальная кухня, а еще лекции на актуальные темы, мастер-классы по народным промыслам, конкурсы. Кульминацией ИСЭХа стал большой Осохой, объединивший всех участников и гостей в едином хороводе. Это были главные события уходящего июля. В дайджесте новостей от решений федерального уровня и крупных инфраструктурных проектов до исторической памяти, семейных ценностей и сохранения культурных традиций. Следите за новостями. До встречи в эфире. До свидания.